5 каналдын төз эфиринде 27 февралда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына Бишкек шаарындагы 2 шайлоо округу боюнча өтө турган кайра шайлоонун алкагындагы кезектеги теледебаттар башталууда. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Берүүбүз адаттагыдай эле 5 каналдын Facebook социалдык тармагындагы расмий баракчасынан чыгып жаткан эскерте кетейин. Бүгүн бизде болсо конокто номер 29 Сверлов шайлоо округу боюнча ат салышып жаткан талапкерлер келип отурат. Анда мен талапкерлер менен тааныштыра кетсем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас начинаются теледебаты от Свердловского избирательного округа номер 29. И позвольте представить вам наших кандидатов. Карамушкина Ирина Юрьевна и Такмулин Рафаэль Юрьевич. Здравствуйте, уважаемые кандидаты. Помимо этого, мы также пригласили на эти теледебаты Абышева Медера Болотовича, Аспека Улу Азамата и Алмаза Улу Аскара. Но, к сожалению, эти кандидаты по каким-то причинам своим не смогли прийти на наш эфир. Уважаемые кандидаты, позвольте тогда вам рассказать про наши условия, прежде чем мы начнем. Сегодня каждому из вас в рамках наших теледебатов будут предоставлены по 15 минут. Из них первые 2 минуты даются на приветственное слово. Далее мы начинаем первый раунд, где будут вопросы от ведущего. 3 вопроса, на ответ которых вам предоставляется 6 минут. Далее мы переходим во второй раунд. Здесь также у вас в распоряжении 6 минут. Здесь вы можете задавать вопросы друг другу. И последняя 1 минута дается на обращение к своим избирателям. У вас впереди у каждого монитор, вы можете смотреть, сколько времени у каждого осталось. Уважаемые кандидаты, тогда позвольте начать наши теледебаты. Приветственное слово, 2 минуты, Ирина Юрьевна. Рахматович. Добрый вечер, уважаемые избиратели, уважаемые наши граждане. Огромная сегодня ответственность стоит передо мной, так как уже трижды я была избрана депутатом Джугруку Кинеш. И это говорит о том, что каждый раз, выходя к камере, выходя к избирателям, я всегда все равно волнуюсь, потому что самую главную оценку работы депутата дают только избиратели. Потому что именно вы видите, особенно сегодня, когда прозрачно работает Джугруку Кинеш, когда в онлайн-режиме работают, идут заседания, вы сегодня можете видеть работу любого депутата, насколько он действительно является проводником между народом и другими ветвями власти. Поэтому, несмотря на то, что я была трижды избрана от Социал-демократической партии Кыргызстана, последние выборы в ноябре 2021 года, к сожалению, несмотря на то, что было огромное количество наших граждан, была поддержка, мы это чувствовали по регионам, но по стечению непонятных обстоятельств, типа технический сбой, когда переписывались протоколы, когда прям цинично и нагло говорили о том, что технический сбой привел к тому, что результаты ваши исчезли. Это говорит о том, что я решила, что необходимо вернуть доверие народа к власти. Все равно нужно попробовать. Вот я иду в одномандатном округе, чтобы вновь встретиться с нашими избирателями и также продолжать служить в законодательном органе страны ради интересов нашего народа. Поэтому, вы знаете, доверие ваше огромное, поддержка ваша была огромная. К сожалению, вот эти обстоятельства, непонятные для нас всех, привели к тому, что вот это доверие, оно пошатнулось. Спасибо большое, Ирина Юрьевна. Ваше время завершено. Рафаэль Юрьевич. Саламатсыздар, урматтуу шайлоочулар. Сизге билдиргим келет. Мен ушул шайлоодон бир менен максатка барам. Биздин элдин кызыкчылыктар көргөө үчүн сиздин конституциялык түзүлүш көргөө үчүн президент өкмөт менен бирге иштөө үчүн, колдоо үчүн, жаңы прогрессивдүү мыйзамдар чыгаруу үчүн мен биздин президентке ыраазымын билдиргим келет. Мени берген
Мамчулик ушундай шалоудон катышу учун. Дорогие избиратели, я иду на эти выборы, чтобы защищать ваши интересы в парламенте. Совместно с нашим президентом, с нашим правительством мы будем разрабатывать и принимать соответствующие законы в ваших интересах, в целях вашей защиты, в целях социальной защиты пенсионеров, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы будем работать плодотворно, совместно, конструктивно. Да, споры, конечно, необходимы в парламенте, но они не могут длиться бесконечно. Нужна конструктивная, плодотворная работа. И для этого я иду в парламент. Спасибо большое, Рафаэль Юрьевич, Ирина Юрьевна. На этом мы переходим в наш первый раунд, где ранее я уже сказала, что здесь прозвучат вопросы от ведущего. 3 вопроса. Примерно вы можете по 2 минуты на каждый ответ выделить. В общем, у вас в распоряжении 6 минут. И первый вопрос. Если проанализировать действующее законодательство нашей страны, на ваш взгляд, какие сейчас нужны законы нашей стране? Остро нужны нашей стране. Может быть, какие-либо есть законы, с которыми вы в корне не согласны. Ирина Юрьевна, как опытный парламентарий, давайте начнем с вас. Спасибо. В первую очередь, вы знаете, я заметила, что обязательно любой законопроект нужно обсуждать с гражданскими активистами, с общественностью. Нельзя принимать, как сегодня, к сожалению, уже практикуется, когда граждане говорят, что приняли закон, обсуждению, особенно там, где касается прав граждан, ответственности граждан, нужно обязательно эти законы обсуждать на общественных слушаниях, парламентские слушания и так далее. На сегодняшний день я считаю, что необходимо срочно разработать законопроект, касающийся именно социальной поддержки населения в связи с экономическим кризисом в стране, в связи с тем, что я вот уже слышала, что правительство собирается увеличить, значит, пенсионный возраст. Люди сегодня очень растеряны к тому, как выжить, то есть как выжить в сегодняшней обстановке, сегодняшней экономической ситуации. Поэтому я считаю, что необходимо просчитать, и в том числе не только по социальным проблемам населения, но сегодня важно также и, вы знаете, вопрос по электрификации страны. Я считаю, что несмотря на то, что очень часто правительство заявляет, что будут повышаться тарифы, народ этим тоже возмущен. То есть пока не будет коррупционные вот эти все составляющие уничтожены, пока народ не будет выражать свое доверие правительству, то невозможно пока говорить об повышении тарифов за энергию. И в этом плане я бы обратила внимание на то, что нужно усилить очень многие нормативно-правовые акты в том плане, что законов у нас очень много, вы знаете, и они, в принципе, продуманные, рабочие законы, но, к сожалению, чаще всего законы нарушаются именно теми уполномоченными органами, которые должны отвечать по закону, значит, по той ситуации, значит, за которую они, значит, владеют, отвечают. Вот в этом плане я считаю, что необходимо не только разрабатывать, вот как вы сказали, какие законы, это нужно обязательно проработать и работать, но для меня важно, как исполняются законы. Потому что, когда нарушаются, я как сказала, законы, в том числе конституционные нормы, нарушаются самой властью, но просто, опять-таки, никакого доверия не будет от людей ни во время выборов, ни в поддержку правительства. У нас сегодня такая критическая масса, она растет. Люди сегодня свободно могут излагать свои мысли не только через социальные сети. Нужно создавать вот такие вот площадки, где могут люди высказываться. И самое главное, я бы хотела уточнить то, что необходимо правительству выходить в прямые эфиры. Обязательно, как можно чаще. Вот у нас такая практика была, когда, я помню, мэр города каждую среду выходил в прямые эфиры. Это вот нужно вносить изменения в законе о государственной службе, о муниципальной службе. И отвечал
не каким-то дежурным гражданам или журналистам, а отвечал в прямых эфирах все, что волнует сегодня наших граждан. И потом, конечно же, эти вещи контролировались, их исполнение. Вот в этом плане я считаю, что нужно как можно ближе власти быть к народу. Потому что вот этот вот разрыв между народом и властью, оно приводит к тому, что люди начинают уже, вот эта вот критическая масса, она растет, недопонимание идет. И здесь нам не нужно дежурных приводить публику, чем, может быть, это где-то будет резко, может быть, будет неприятно, нелицеприятно власти слышать о том, что говорит о них народ. Но я считаю, что здесь нужно четко вот это вот пройти недоверие и начать работать действительно на то, чтобы наша страна не только громко заявлена в Конституции, демократические нормы у нас развиваются, но действительно, чтобы страна развивалась именно в тех рамках, которые указаны в Конституции. Спасибо большое. Рафаэль Юрьевич, ваш ответ. Я полностью согласен с Ириной Юрьевной, все это необходимо, все эти меры нужно принимать. И, кроме того, я хотел бы обратить внимание все-таки на налоговое законодательство в нашей стране, на налогооблагаемую базу, для того, чтобы выполнять обязательства государства по в социальной сфере, нам нужно расширять налогооблагаемую базу, увеличить поступление налогов в бюджет. Для этого необходимо делать какие-то послабления среднему и мелкому бизнесу, чтобы стимулировать людей выходить из тени, не бояться этого, всячески поощрять таких людей. В плане развития энергетики также необходимо принимать соответствующие нормативные акты, какие-то законодательные акты, имеющие юридическую силу. Все это необходимо. В Октябрьском районе у нас имеется мусорный полигон, с которым тоже что-то нужно делать. Правительством уже предпринимаются какие-то меры в этом направлении. Разрабатывается план по строительству мусоросжигающего завода. Этот объект имеет двойное назначение, кроме уничтожения мусорных завалов, переработки мусора. Он также будет выдавать тепло, что будет давать дополнительную генерацию электрической энергии. Эта электрическая энергия будет поступать в общую электросеть республики. Так, ну, что еще я могу сказать по в социальной сфере, конечно же, нужно работать над увеличением зарплат бюджетникам, пенсий, социальных пособий. Все это необходимо. Но, как я уже сказал, для этого нужно увеличивать налогооблагаемую базу, увеличивать поступление налогов в бюджет. Спасибо большое. Тогда следующий вопрос. Как мы все знаем, в прошлом году после проведенного референдума полномочия Жогорку Кеңеш существенно сократились. И мой вопрос таков. При составлении своей предвыборной программы, насколько вы учли этот факт, основная суть вашей программы и насколько реально ее воплотить в жизнь по законодательной и финансовой части? Рафаэль Юрьевич, ваш черед. Так, я считаю, что полномочия парламента ущемлены не настолько, чтобы совсем ему связать руки. Все-таки это самостоятельные люди, они имеют свое мнение, у них свои взгляды, свое мировоззрение. И, конечно же, в парламенте они будут высказывать свои мысли. Без этого не обойдется. И какие-то противоречия так или иначе возникать будут. Вот. Но, как я уже говорил, все-таки спорные, тяжелые вопросы нужно решать совместно, конструктивно. Не уводить в
в сторону какой-то неразрешимости, а все-таки искать точки соприкосновения. Это необходимо. И я думаю, в новом парламенте для этого есть необходимые условия. Спасибо большое, Ирина Юрьевна. Одним из пунктов, первых пунктов моей программы, это именно есть остановить рост авторитаризма, который проявился сразу после того, как мы перешли от парламентской формы правления в президентский режим правления. Для меня, как для парламентария с большим опытом работы, я считаю, что мы сделали очень опасный шаг назад. Ни в коем случае нельзя было приходить к президентской форме правления, потому что парламент является, то есть депутаты, они глаз народа. Этот мандат, который дается каждому депутату, дает право выступать от имени народа. И вы знаете, когда у нас был режим парламентаризма, мы могли свободно даже требовать президента, чтобы он зашел в зал, и по некоторым вопросам, которые спорные вопросы возникают у депутатов, может быть, в политическом ракурсе, может, в экономическом, там по границам у нас очень много проблем всегда есть. И мы могли даже президента пригласить, чтобы он мог каким-то образом, значит, рассказать, что делается в этом направлении. Сегодня практически, я считаю, что парламент только послушает, в крайнем случае, отчет президента, который там ему подготовят, какие-то вопросы, критика, конструктивная критика, она практически исключена. Парламентарии должны свободно выступать, должны говорить самые резонансные вопросы, что требует сегодня народ. А вот президентская форма правления, она будет все равно глушить парламентариев, они будут лучше помолчим, лучше, может быть, похлопаем лишний раз. Вот это все, я считаю, что мы отошли от той свободы слова, от тех завоеваний, которые мы гордились на любых международных площадках. Вы знаете, когда мы приезжали на международные такие вот форумы, да, очень многие говорили, вы из Кыргызстана, там, где первая так страна в Средней Азии, там Центральной Азии, как там удобно, где люди добились парламентаризма, парламентской формы правления. Вы молодцы. Спасибо большое, Ирина Юрьевна. К сожалению, ваше время завершено. И у вас времени не осталось, к сожалению, на третий вопрос. Поэтому следующий вопрос, он адресуется только Рафаэлю Юрьевичу. Рафаэль Юрьевич, я хочу вам задать такой простой вопрос. Вот в случае, если вы одержите победу на выборах, да, с какого законопроекта вы начнете свою работу в 7-м созыве Жогорку Кеңеш? Какой законопроект вы бы предложили в первую очередь? Конечно же, это изменение в налоговое законодательство. В первую очередь. Послабление среднему и малому бизнесу с целью стимулирования этих людей к активной деятельности и в целях расширения налогооблагаемой базы. Этот вопрос, я считаю, стоит очень остро, и с него нужно начинать. И я думаю, люди пойдут на сотрудничество, они будут активно выходить из каких-то теневых схем. Для этого, в этом направлении и нужно работать. Работать для того, чтобы у правоохранительных органов были инструменты соответствующего воздействия, и также у наших граждан, у бизнесменов были соответствующие юридические инструменты, как оппонировать и взаимодействовать с соответствующими правоохранительными органами. В этом направлении мы будем работать. И кроме того, у парламента ведь есть еще, помимо того, что его основная деятельность законотворческая, законотворческий процесс, это, конечно, основная деятельность парламента, но кроме того, парламентарии, я считаю, должны еще заниматься просвещением и образованием наших людей, нашего населения именно в правовом русле. И и остро стоит проблема просвещения нашего бизнеса, чтобы он не боялся госорганов, чтобы не боялся правоохранительных органов, а активно сотрудничал и взаимодействовал с государством и, соответственно, выплачивал своевременно налоги, увеличивалась, чтобы налогооблагаемая база. С этой целью в этом направлении работать просто необходимо. И кроме того, социальная поддержка уязвимых слоев населения.
Вот. Вы обязательно в этом в плане повышения пенсий, в плане повышения зарплат бюджетникам, пособий людям с ограниченными возможностями здоровья, конечно же, нужно работать. Спасибо большое. Уважаемые участники, тогда мы уже переходим во второй раунд. Здесь вы можете задавать вопросы друг другу. Рафаэль Юрьевич, черед ваш вопрос Ирине Юрьевне. Ирина Юрьевна, когда вы придете в парламент, ваши первые шаги, с чего вы начнете? В первую очередь я продолжу, так сказать, взывать сегодня к руководству нашей страны прекратить политические гонения, прекратить давить на свободу слова, на журналистов, на блогеров, вызывать постоянно наших граждан ГКНБ по любому случаю и не случаю. В общем-то, так этим, я считаю, что идет такое давление на наших граждан. Поэтому эти вопросы я продолжу поднимать. Нельзя, нужно наоборот найти компромиссное решение. А так как у нас сегодня до сих пор, я считаю, что есть политические заключенные, в том числе я до сих пор под арестом, ну не под домашним арестом, мой дом под домашним арестом. 3 года суды идут по кайташским событиям. Уже этого президента нет. Ну, в смысле, он живой, его нет президентом Сооронбая Жээнбека, а мы все еще, наши суды идут. Его и так уже убрали, его и так уже сняли. А суды по этим делам кайташским до сих пор идут, и этого конца не видно. Поэтому одно из главных моментов, конечно, я считаю, что я более политические вопросы буду смело поднимать, потому что нужно их решать. Нельзя настолько вот, испытывать терпение какой-то части наших граждан. Надо конструктивно решать любые вопросы, политические в том числе. Спасибо большое. И Ирина Юрьевна, ваш вопрос. Вы знаете, я бы хотела вас вот спросить по поводу вашей программы. Одним из первых пунктов вы написали «Поддержка президента и правительства». Все, точка. Дальше никаких больше разъяснений. Вот сегодня правительство заявило о том, что они будут повышать пенсионный возраст в связи с тем, что вы знаете, что минимально, даже вот минимальная корзина, так сказать, пособия для граждан, то есть пенсия не должна быть ниже минимального прожиточного минимума, да? Вот. Я так поняла, что через 10 месяцев, с 1 января, уже должна была эта норма войти в Конституцию, которая была заложена. Но у государства нет денег, возможно, экономический кризис и так далее. Вот как вы будете поддерживать правительство, которое будет увеличивать пенсионный возраст? Как вы считаете, это правильно? Я считаю, это неправильно, и люди также могут заблуждаться, и в правительстве в том числе. Конечно же, мы будем заниматься разъяснениями в этой сфере, работать в этой сфере, искать компромиссы, искать точки соприкосновения, искать соответствующие средства. И я думаю, в ближайшее время, конечно, этот закон принят не будет, но я понимаю, что заинтересованные лица будут на этом настаивать. И будут жаркие, я бы сказал, даже жесточайшие споры по этому вопросу и в обществе, и в парламенте. Вот. Но я думаю, что вместе мы справимся, и в конце концов мы найдем решение, которое всех удовлетворит. Спасибо большое. Рафаэль Юрьевич, Ирина Юрьевна, если у вас еще будут вопросы друг к другу, тогда мы готовы это выслушать. Либо, если таковых уже вопросов нет, если с вашего разрешения, я могу вам задать вопросы, и таким образом мы используем оставшееся ваше время. У меня один маленький вопрос по поводу мониторя все наши государственные ведомства. Министерство, вы же относитесь, как, так сказать, к Министерству здравоохранения.
А Министерство здравоохранения, оно входит вот в 5 коррумпированных министерств. Вот скажите, на ваш взгляд, что же нужно сделать в нашей стране, чтобы хоть мы не избавимся от коррупции, потому что она идет всегда с высших государственных органов. Вот. И все же, что нужно сделать в нашей стране, чтобы вот эта коррумпированность образовательной системы, здравоохранения каким-то образом остановить? Вот эти вот платные операции бесконечные, люди жалуются. Вот недавно был вопрос по платным операциям в государственных клиниках. Как вы считаете, если коротко можете ответить, что-то можно сделать? Конечно, в этом направлении мы также будем работать. Я думаю, что в этой области сделать можно очень много. Систему здравоохранения, конечно, реорганизовывать нужно, но я вам скажу одну вещь. В таких делах торопиться не стоит. Прям вот ломать вот то, что есть, вот ломать, знаете, не строить. Вот. Хотя люди над этим думают и работают. Вот. А начинать нужно, конечно, с административного аппарата, потому что обычные врачи, простые, вот как я, да, мы к тому, что вы сказали, отношения никакого не имеем абсолютно. Вот. Наш административный аппарат, возможно, хотя у меня фактов таких нет, я лично таких фактов не знаю, до меня такая информация не доходит. Я простой врач в обычном центре семейной медицины. Вот. Довольствуюсь тем, что мне государство выплачивает. И вы знаете, у меня такой принцип, довольствуйся тем, что есть, живи с оптимизмом, смотри в будущее с оптимизмом, находи в этой жизни позитивные моменты, они помогают пережить все негативное, с чем мы сталкиваемся в этой жизни. Спасибо. Ирина Юрьевна, да, подчеркивает, я можно сказать, что все-таки руководство любых государственных учреждений является образцом для того, чтобы не было коррупционных схем в любом, в таможне, пограничники, министерство, правительство, президент и так далее. Да? Всегда образцом законопослушания, принципа порядочности всегда будет руководство. Тогда там уже, если сам чистоплотный руководитель любого государственного ведомства, он никогда не позволит в своем ведомстве, чтобы были какие-то коррупционные проникновения, схемы и так далее. Вот сейчас подтвердили мою мысль. Да. Спасибо большое. Рафаэль Юрьевич, может быть, у вас еще какие-либо вопросы есть? Ну, у меня такой вопрос к Ирине Юрьевне. Ее отношение к правоохранительным органам и что бы она предприняла, чтобы в этой сфере все-таки наступили какие-то улучшения. Да, есть, конечно, много проблем. Вот как бы она вот поступила, может быть, я не говорю прям готовый законопроект, а какие-то предложения, может быть, с вашей стороны вот в этой области, может быть, есть или будут? Да. Спасибо. Вы знаете, замечательная у нас была идея, когда при каждом ведомстве создавались общественные наблюдательные советы. Если честно, очень многие граждане вздохнули, что им дано право прямо в самом ведомстве отслеживать всю ситуацию, потому что со стороны любой гражданин не зайдет в МВД, чтобы отследить, какая там идет работа. У нас большая была надежда на общественные наблюдательные советы, на председателя, потому что там мы все считали, идут такие люди грамотные, принципиальные, экспертные такие вот, которые могут, так сказать, пресекать вот эти коррупционные схемы. И, к сожалению, постепенно как-то размылась их роль, их, понимаете, и доверие к ним уже тоже. А то, что правоохранительные органы, вы это отметили, для меня всегда парадокс в том, что само название правоохранительный орган, они должны в первую очередь, милиция и все, что связано с МВД, охранять права граждан, профилактическую работу проводить, а не потом уже наказывать или подбрасывать наркотики, потому что нужно какое-то дело завести, или еще какое-то придумают преступные какие-то вещи, чтобы выполнить чье-то задание. Самое главное, я думаю, что здесь нужен профессионализм. Опять-таки, все, на что хочу отметить, акцент делаю к руководству. Если руководство принципиальное, смелое, грамотное, профессионально подкованное, они будут требовать, неважно, от премьер-министра,
от президента, чтобы, как положено вот о государственной службе, какой-то конкурс должен пройти, тестирование должны пройти, выбрать из самых лучших специалистов. Сегодня вся страна говорит о том, что каких специалистов вы ставите. Этот человек уже когда-то был судим, этот человек когда-то уже за что-то понес ответственность, а вы опять ставите его на высокие должности, или в ГКНБ, там, или еще в другие, МВД и так далее. Поэтому сегодня страна как никогда нуждается в профессионалах своего дела, особенно в государственной службе. И вот тогда работа пойдет. Потому что уже профессионал никогда не позволит, чтобы в его ведомстве, его направлении были малограмотные люди, которые просто сидят, в игры играют на компьютере или папку под мышкой таскают и ничего не делают. Он будет требовать как с себя, так и с людей. Вот такое воспитание было и в советское время, если вы помните, да? Что руководство должно было своим собственным примером показать. Нам сегодня крайне нужны профессионалы, в том числе в правоохранительных органах. Не знакомые друзья друзей, вы по блату пристроены, трудоустроены, а именно четко, качественно должны проходить отборы. Спасибо большое, Ирина Юрьевна. Рафаэль Юрьевич, если вы желаете, вы можете дать комментарий на свой же этот вопрос. У вас времени достаточно. Я с Ириной Юрьевной полностью согласен. Талгуменян Макулдашам. Значит, я бы хотел еще добавить, что все-таки нужно усиливать общественный контроль в этом направлении. Без помощи наших граждан здесь не обойтись, без их активного участия, без их помощи и содействия. В первую очередь, так, конечно, я понимаю, что и средства массовой информации должны на это обращать внимание, на нечистоплотных каких-то действий и нечистоплотных руководителей в данной сфере, сотрудников. Вот, конечно, нужно систему очищать, это необходимо. И я думаю, со временем наши граждане будут в этом направлении более активны, и они помогут сами себе, ну и, соответственно, развитию гражданского общества в нашей стране. Спасибо большое. У вас еще есть время, Рафаэль Юрьевич, это время, отведенное вами законом. Если вы желаете, можете воспользоваться этим временем. В общем, у вас свободный микрофон. Так, Урматуш Элочулар, Сиздин социалдык Корговичон, Чигипатам, пенсионерлер, Майптар, бизнестер, Толугуменян Колдойбус, Эгердемян парламентка Керепатам, Сиздин Канюль Баруназарычун, Разумен Ракмат Бельдергим Келет, Сизге Калайм, Артурду Катмалар, Безин Комдун, Артурду Катмалар, Сизге Кайрлам, Активду Шайлоудон Катнаша Сынар, жена Тиишту Талапкерге Сиздин Добошину Сберенис. У меня все. Спасибо большое. Тогда, с вашего позволения, мы переходим уже к заключительной части наших теледебатов. У каждого из вас по 1 минуте вы можете сделать обращение к своим избирателям. В общем, заключительное слово. Ирина Юрьевна, давайте с вас. Спасибо. Уважаемые наши избиратели, вы прекрасно понимаете ситуацию, которая сложилась в нашей стране. Всего 2 депутата войдут сейчас в новый состав парламента. И вы можете изменить ситуацию. Потому что здесь нужны действительно принципиальные, сознательные, порядочные, дисциплинированные депутаты. И здесь огромная ваша роль. Я единственное сейчас хочу сделать обращение к тем уполномоченным органам, которые будут технически оснащать выборы 27 февраля, к ЦИКу, к руководству ЦИКа. Я сегодня к вам обращаюсь. Наши граждане и так законопослушные, они обязательно придут.
Они выберут того, кого считают достойным, чтобы представляли их в законодательном органе страны. Но у меня огромная просьба к вам, к тем, кто обслуживает выборы в нашей стране. Пожалуйста, верните доверие к власти. Проверьте все свои технически оснащенные аппараты, биометрику и все остальное, чтобы больше таких... Спасибо большое, Ирина Юрьевна. повторялось. Рафаэль Юрьевич. Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые избиратели, жители Свердловского района, я хочу к вам обратиться с большой просьбой. Также абсолютно согласен с Ириной Юрьевной. Пожалуйста, придите на избирательные участки, проголосуйте за понравившегося вам кандидата. Все кандидаты достойные люди, все имеют право присутствовать в парламенте. Я думаю, что новый парламент внесет что-то новое в нашей жизни. Наша жизнь с вами будет все-таки улучшаться. Мы все будем дружно работать, вместе жить. Находите в этой жизни позитивные моменты, и все будет хорошо. Бары Джекши будут. Спасибо большое. Уважаемая Ирина Юрьевна, Рафаэль Юрьевич, на этом мы заканчиваем уже наши теледебаты. Выражаем вам благодарность за то, что, несмотря на ваш загруженный график в период предвыборной агитации, вы нашли время и приняли участие в наших теледебатах. И, конечно же, пожелаем вам удачи на предстоящих выборах. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер, ушу менен биз бүгүнкү теледебатыбыз жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрөрмандар, биз ушу менен кезектеги теледебаттарды жыйынтыктамакчыбыз. Бүгүн бизде номер 29 Сверлов бир мандаттуу шайлоо округунан ат салышып жаткан Карамушкина Ирина Юрьевна жана Такмулин Рафаэль Юрьевич катышты. Берүүнү мен Гүлзат Иманова алып бардым. Эртең кайра эле ушул студияда саат 21:00 ушул эле Сверлов номер 29 бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңештин 7-чакырылышына ат салып жаткан кезектеги талапкерлердин дебаты уланмакчы. Эртеңки күнгө чейин саламатта калыңыздар.